Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я проведу отсыпочку на песке на такую тему. Мужчина. Все про ваши отношения. Кто вы для него сейчас и кем вы станете для него в будущем. Если тема интересна, обязательно загадайте на себя и на того мужчину, кто у вас в сердечке находится. И пусть нужная и важная информация о вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Итак, давайте же посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, как мне нравится то, что я вижу в венце. Мне очень нравится ваше будущее с этим мужчиной. А вернее, то, кем вы для него станете. Кем он вас признает в своей жизни. Вот это мне нравится. А вот в сегодняшнем дне как-то не очень, если честно, не очень. Ой, мужчина тут, конечно, сложный. Да и вы, женщина, тоже непростая. У вас, кстати, знак Овна. Характер очень сильный у вас. Вы, смотрите, вы уникальная. Вы с виду очень такая тихая, спокойная, скромная, воспитанная. Но если вас растормошить, если вот прям пробудить все ваши способности, вы превращаетесь буквально в шквалистый огонь. Вот. И кто считает вашу скромность, например, неумением за себя постоять, они очень сильно ошибаются. Вы редко бьете, но если бьете, то наповал. Вот. И многие люди, вот, не совсем одаренные, способные, они вот путают, думают, что вы слабенькая, что вы там за себя постоять не можете, что можно вас там и принижать, и газлайтить, и обижать. И они очень сильно ошибаются. На своей шкуре чувствуют, какой вы шквалистый огонь, потому что знак Овна у вас выходит. Может, вы родились под знаком Овна. Либо явно Овен играет важную роль в вашем гороскопе. Сила, мощь, характер, воля, стержень, да, это все вот про вас. А мужчина как будто бы другая крайность. Он наоборот, вот кажется внешне таким вот деловым, активным, горячим, сильным, крутым. А по факту внутри он такой маленький, запуганный мальчик, закомплексованный мальчик. Очень много внутренних переживаний, очень много внутренних страхов. Он прячет эти страхи под этой показной крутизной. Да, показная крутизна, по-другому не могу сказать. То есть он на словах такой, да я то, да я сё, порешаю, знаю, умею, там, делаю, да. А когда доходит до дела, мужчина такой, опс, и сливается, да. То есть есть такое. Если мужчина у вас не такой, это просто не ваша отсыпка. Вы очень разные, но что-то общее у вас есть. Общее что-то есть. Не могу понять, что. Но это что-то связанное с родом, с кармой, с судьбой. То ли вы уже прописаны в судьбах друг друга, да, и у вас общая судьба все-таки идет, то ли вы перевоплотились из прошлой жизни для того, чтобы в этой жизни все-таки создать союз. Да? Может быть, вы в прошлом упустили свой шанс в прошлом воплощении, а теперь вы вроде как должны создать союз. И у кого-то еще может отыграться у вас похожая карма. То есть вы оба должны пройти определенные уроки именно вот в личной жизни, для того, чтобы произошел рост души и переход на новый уровень. Вот не просто так вы встретились, 100% не просто. И отношения у вас как-то тоже не просто начинались. Как что-то мешало, либо сомнения какие-то были. Не просто так все здесь. Так, мужчина ваш в сегодняшнем дне сам не знает, чего хочет. Вот прям мается и страдает. Не знает, чего он хочет. К чему он готов, на что он не готов. У него как будто бы в жизни какой-то раздрай.
и полный шторм. Он кидается из крайности в крайности, своим поведением, характером, повадками очень сильно усложняет жизнь и себе, и другим людям. Под другими людьми я имею в виду не только вас, но и, например, там, семью его, родителей, родственников. Может быть, там работа, да, вот прям усложняет жизнь. Слишком горячий, слишком неотесанный, слишком требовательный, да, вот ему кажется, что он прям звезда звездная, круче всех на свете, но при этом он не соответствует этой крутизне, да, то есть когда, вот я же говорю, до дела доходит, мужчина просто вот исчезает, как будто бы он в невидимку превращается, тухнет сразу, то есть ему говоришь, ну хорошо, прояви себя, и он такой, ну, я ушел, у меня другие дела, да, ой, у меня живот заболел, да, и прячется, например, где-то. Так, мужчине как будто бы чего-то не хватает, наставника, учителя, авторитета, да, вот авторитета ему не хватает, послушания ему не хватает, веры в то, что есть кто-то, кто умнее, кто важнее, кто сильнее, кто лучше, кто талантливее. Вот не хочет он этого признавать, вообще категорически не принимает. То, что у вас сейчас такая неопределенность, либо сложность, скорее всего, именно из этого исходит. То есть мужчина видит вас интуитивно, душой. Он чувствует, что вы гораздо сильнее, что вы гораздо выносливее, что вы обладаете большей мощью. И его это немножечко как гасит, да, приглушает. Ведь ему хочется быть самым главным. Опять же, все, что вы говорите, это по делу, с толком, с расстановкой, правда. То, что говорит он, никогда не сбывается, либо просто как упущено идет. То есть говорю одно, а делаю по факту другое. То есть когда вас поставить вместе и подвести итоги, вот чего он добился, чего вы добились, на что он способен, на что вы способны, конечно, он вам очень сильно проигрывает. Проиграть женщине, да, для него это прям катастрофа. В своих же глазах вы у него на пьедестале, а он где-то там под пьедесталом этим валяется. Он вам немножко завидует и очень сильно ревнует. Ревнует к тому, что вы такая умная, что к вам люди с уважением относятся, что вы востребованы, что у вас все получается, что вы рассудительны, что вы знающая. Да? Вот у него такого нет. Тут как бы и весь конфликт кроется. Отношения сейчас такие, как яркие вспышки и темнота. То есть либо у вас все хорошо в моменте, либо наоборот, вы там ссоритесь на пустом месте и теряете связь. Яркие вспышки, что качели еще можно сказать. Мужчина тут буквально как бомба замедленного действия мне идет. Вы иногда просто не знаете, чего от него ждать. Но что вас двоих объединяет, это то, что вас друг к другу очень сильно тянет. Что это за тяга, объяснить вы сами себе не можете. И он не может объяснить. Хотя нет, он может себе объяснить, вернее, пытается себе объяснить, что вы там чем-то таким занимаетесь. Может, вы его там приколдовали, приворожили. Как ведьма, да, она же ведьма, она меня приворожила, вот поэтому я не могу ничего делать, да. Либо я не могу на других женщин смотреть, я не хочу других женщин, я по ней ужасно тоскую, скучаю, мне ее мало, не хватает. Но с другой стороны, опять же, конфликтов много между вами, много недопонимания. У кого-то прям открытые конфликты, а у кого-то недопонимания. То есть не только он обижается, но и вы обижаетесь иногда на этого мужчину. А то, что вас к нему тянет, вы сами себе тоже не можете объяснить. Вы считаете, что это какое-то наваждение. Может быть, и еще, вот как мне идет, что вы его жалеете. Да? Очень часто жалеете, вы видите всю его глупость неприкрытую, и вам его жаль становится. Вам хочется ему помочь. Да? У вас как материнское чувство какое-то к нему. Так вы себе объясняете, да? Что вам его жаль, что он без вас пропадет, и вот поэтому это притяжение присутствует. Но на самом деле это притяжение, оно ведь любовью называется. Да? Это не про жалость, это не про магию, это не про привороты, это все-таки про любовь. Да? Любовь, которая есть между вами, она уже сформировалась, и она вас очень медленно друг к другу вот так вот притягивает, да? Пока вы вот прям не приклеитесь друг к другу. Есть какой-то противник в вашим отношениям. Я не могу точно сказать, кто это, с какой стороны, но вот какой-то один прям противник есть.
И этот противник очень, кстати, успешно ведет борьбу с вашей парой, да, с вашей любовью, пока этот противник ухитряется выигрывать. Но опять же, то, что дано свыше, то, что дано высшими силами, никакой другой человек разрушить не может. Да, может повредить, но не разрушить. Вот, это точно я вам могу сказать. Может, это его семья, может, это ваши родственники, может быть, это бывшие с вашей стороны, либо с его стороны. То есть, как бы особой роли не играет. Да, усложняет обстановку. Но опять же, смотрите, вам это выгодно, потому что чем больше будет испытаний ваших отношений, тем быстрее вы обретете вот это счастье, которое здесь показано. У вас уже были такие мысли, что вы устали от этого мужчины, от его всех этих несправедливых закидонов, несправедливого поведения, и вы, возможно, уже не раз пытались его бросить, но вот все равно тянет. Он появляется с этими своими ангельскими глазками, со своими объяснениями. Вы понимаете, что он врет, вы понимаете, что он говорит неправду, но вы его принимаете, девочки. Тоже тянет, очень сильно тянет. И он тоже пытался забыться в объятиях каких-то там женщин, да, уйти во все тяжкие, но прям не смог. Просто не смог. Даже вот какая-то ситуация была, где над ним другие мужчины там чуть ли не смеялись, да, может и смеялись, пальцами тыкали, что ты типа там не мужик, что ты это, как это, к женщине привязался, с другими не хочешь. Какие-то такие, знаете, обидные вещи происходили. Но тогда очень сильно разозлился на себя и на вас, да, что вот как так, я не могу, раньше мог, а теперь не могу. Мужчина, кстати, пытался не один раз дистанцироваться, вот куда-то уезжал, пропадал, мог говорить вам, что я там по делам, по работе, к родственникам. На самом деле он где-то отсиживался, пережидал, но очень сильно тянуло, и он обратно возвращался. Не раз вот уже была такая ситуация, когда он исчезал, но потом возвращался. Он себе не может объяснить, и вы себе не можете объяснить. Сейчас вам тяжело, но и жизни без друг друга вы не можете себе представить. Да? Как только вы расходитесь, вот этот магнит, он начинает вас притягивать к друг другу. Но когда вы вместе, между вами какое-то вот нездоровое поле, либо напряжение образуется. Потому что вы слишком умная, а мужчина слишком гонористый. Да? И вот этот противовес, он не срабатывает. Так, еще, мои хорошие, я хочу, чтобы вы знали, что если вы хотите клин клином вышибать, у вас не получится. Просто физически не получится. И также у него клин клином не получится. То есть как утешиться в объятиях другого мужчины, либо утешиться в объятиях другой женщины. Не получится. Просто вот на физиологическом уровне не получится. На уровне восприятия не получится. Никак это не сработает. Наоборот, это сработает как усилитель этого магнита между вами. Также я вижу, что вы более успешны, чем он. Но опять же, смотря в чем сравнивать. Хотя тут в любом направлении, в любой сфере сравни, вы все равно будете гораздо успешнее, чем он. У вас больше талантов, у вас больше даров, у вас больше способностей. У мужчины в этом плане какие-то сплошные дырки. Хотя есть какая-то одна сфера, где этот мужчина прям супер. Одна, максимум две. Но вообще мне идет, что одна. Вот там, где он прям как рыба в воде. А у вас прям все сферы, да, на ура идут. И еще мне идет, что он как-то с людьми не умеет общаться. К себе подпускает очень много людей, которые ему откровенно льстят. Вот если люди ему льстят, он уж прям бедненький тает. Так он себя хорошо чувствует, да, вот эту корону себе на голову надевает. Но обычно те, кто льстят, они ведь не настоящие друзья, и они как бы, чего-то там ищут, выгоды ищут. А у вас как будто бы наоборот идет. Вы очень общительная, но опять же, близких людей, круг близких людей у вас достаточно узкий. То есть у вас в этом кругу только лишь самые избранные, те, кому вы можете доверять. Вот. А так вы, да, имеете широкий круг общения, и вы пользуетесь уважением у людей. Это не лесть, это правда, это по факту. Да? Люди вас уважают, люди вас знают, хорошо к вам относятся, положительно относятся. Вы это заслужили, да, своими действиями, поступками. Это как заслуженное. Если у мужчины лесть, то у вас заслуженное. Так, что я вижу в будущем? Во-первых, я вижу какие-то события, которые
этого мужчину будут отрезвлять. Тут как бы два события, которые его отрезвляют. Не могу сказать, что за события, опять же, вы все разные. После первого события мужчина прям во всем будет вам доверять. Просто он станет таким послушным, как шелковый. Во всем будет вам доверять. Может быть, вы его о чем-то предупредите, он вас не послушается, скажет: да блин, я лучше знаю, попадет в какую-то неприятность, и потом уже после этого, знаете, как набьет шишки, будет вам во всем доверять. А второе событие повышает вашу ценность в его глазах. То есть событие, которое буквально как угроза потерять вас. После этого события этот мужчина, у него прям руки будут трястись, тремор появится, временный, может быть, а может быть и постоянный. Вот испугается, что он вас навсегда потеряет. И после этого события он прям преобразится, причем во всех смыслах слова. Он станет открытым, покладистым, он характер начнет свой менять. Причем менять по собственному желанию. Может быть, это событие выбьет из него всю эту дурь, спесь, чего гонор, то, что ему мешает в жизни. Может быть, это событие, знаете, как говорят, жизнь перед глазами пролетела в одно мгновение. Человек поймет, что вот так непутево жил, был шанс быть счастливым с такой прекрасной женщиной, а я упустил. Может быть, он вас кому-то приревнует очень сильно и поймет, что вот еще один какой-нибудь косяк, либо ошибка, да, и я ее навсегда потеряю. Больше она меня никогда не простит и не примет. Но что-то произойдет. После этих двух событий я вижу, что у мужчины ключ поворачивается. То есть его жизнь начинает разворачиваться совершенно в другую сторону. Просто вот чисто на физическом уровне все разворачивается в другую сторону. Вот не зря я сказала, что он очень преобразится. Он действительно поменяется. Выражение глаз, лицо, да, вот как... Если сейчас у него там губы поджаты, потому что он на мир с презрением смотрит, то в будущем уже будет как улыбаться всему. Будет воспринимать мир, каким он есть, и любить его таким, как он есть. Также голос, тембр голоса. Сейчас это какие-то понты, слова непонятные. Опять же, разговаривают, как будто бы сявка какая-то. Но в будущем будет очень даже прилично разговаривать и адекватные вещи говорить. Опять же, спорт еще может быть, да, фигура, плечи. Может быть, мужчина сейчас там либо сутулится, либо наоборот там ходит, там, знаете, как этот гангстер. Но нормальным, он станет нормальным, не идет. Очень сильно поменяется. Это все благодаря вам. Благодаря тому, что вы в него вкладываете. А вы ведь вкладываете, вы каждый день в него вкладываете и знания, и воспитание, и показываете примером, и много объяснений даете. Вы очень много вкладываете. Даже если вы просто там общаетесь на отвлеченные темы, вы все равно очень много ему даете. Опять же, энергетику я вашу вижу, которая на него ложится, благостно ложится, очищает его от всякой глупости, от всякой скверны очищает. То есть контакты с вами для него чрезмерно полезны. Что касается вас, вы удовлетворяете свою потребность в том, чтобы о ком-то заботиться. И также вы понимаете, что вы, на подсознательном уровне, вы понимаете, что вы делаете очень важное дело. Вы не даете пропащей душе погибнуть, да? Вы спасаете эту пропащую душу. Может быть, не осознаете это ментально, но на уровне души вы это очень классно чувствуете, сильно чувствуете, что вы не даете ему пропасть. Так, что я вижу в будущем? Кем вы для него станете? Поводырь, проводник, коуч, наставник. Тот, кто ведет за собой, тот, за кем он с закрытыми глазами просто идет на ваш голос. Это абсолютное доверие. С закрытыми глазами идти на голос, да, то есть, кому вы можете так довериться в сегодняшнем дне? Я думаю, там, может, маме доверитесь, там, папе доверитесь, там, ребенку, допустим, если взрослый. А так это очень сложно, да. Он просто идет на ваш голос, он вам служит верой и правдой, и он вас боготворит. Вот нет другого у меня слова, он вас боготворит. Здесь еще показан дом и показаны какие-то дары от него вам. То есть мужчина будет стараться вас одарить, по максимуму одарить. Вы для него всегда будете как на пьедестале стоять.
Он сам вас на этот пьедестал посадит, либо поставит. Ему захочется вам служить, ему за радость будет вам угождать, потому что он поймет, чем больше он вам угождает, тем больше добра ему возвращается, тем больше везения приходит в его жизнь, тем лучше его жизнь становится, тем больше любви, тем больше тепла, счастья, да, вот всех этих хороших моментов. Вот здесь, когда он вас обижает либо расстраивает, ему всегда возвращается, ему всегда прилетает какой-то неприятностью, большой или малой. То есть если он там немножко вас расстроил, ему там немножко прилетит. Если сильно обидел, расстроил, прям очень круто достается, прям на ровном месте достается. Да, он уже это начинает понимать, но вот только в будущем он до конца это все оценит. Мне идут очень классные, тут твои идеальные отношения, где женщина царица, императрица, а мужчина у нее во служении находится, в учениках, даже не во служении, а в учениках. Девочки, хотите верьте, хотите нет, но вы единственная, кто может спасти этого мужчину и изменить его жизнь к лучшему. Даже не мужчину спасти, а его бессмертную душу спасти. Да, подтянуть, вытянуть на новый уровень. Знаете, существует такая легенда, что перед тем, как воплотиться, наши души подписывают определенное соглашение. То есть они понимают, в каком теле они родятся и какую жизнь, какое испытание, какой урок им предстоит пройти. Да, каждый урок дает рост душе, выход на новый уровень. То есть вот многие говорят, как так, вот рождаются больные детки, да, которые там, тяжело живут, болеют, страдают и там рано уходят. Там рождаются люди с ужасной, трагичной судьбой. Это все опыт, который нужен душе для того, чтобы расти. Вот. Возможно, вы подписались в ином мире, да, на то, что вы спасете этого мужчину, на то, что вы подтянете его. Может, он никак не мог развиваться, да, из воплощения в воплощение косячил, оставался на прежнем уровне, и душа просто гибла. И вы решили его спасти. Так тоже может отыграться, да, потому что тоже между вами знаки кармы я вижу. Вы и ему, получается, помогаете, себе помогаете, удовлетворяете свои потребности, удовлетворяете свой контракт, и мужчину спасаете, вытягиваете. Я не могу сказать, кто из вас будет более довольным, либо более счастливым. Я перед собой вижу двух счастливых людей, причем женщина стоит на пьедестале, а мужчина ей верно служит, не сводит с нее глаз. Буквально, вот она, вы стоите на пьедестале, вот он, его букет со всеми прелестями, и вот он коленопреклонно стоит на вас, боится дышать, да, глаз не сводит. Это ваше будущее. И еще, девушки, для кого-то отыграется, что в будущем вы будете очень успешной женщиной. Не могу сказать, в чем придет успех, бизнес, карьера, популярность, там, не знаю, медиа, там, вы мастер, вы талант. У каждого по-своему отыграется, но вы прям звезда, восходящая звезда. И гордость этого мужчины, потому что вы восходящая звезда. Успех — это не только про деньги, да? Это все-таки про ваш статус, про ваше положение в обществе. Это именно для вас, девочки, кто зашел на эту отсыпку. Вот мужчина прям гордиться вами будет. А вы будете гордиться собой и мужчиной, потому что мужчина превратится действительно в настоящего порядочного человека благодаря вам. Я не вижу возможности для вас выйти из этих отношений, по крайней мере, в обозримом будущем, потому что все-таки это карма. Да, скорее всего, карма. Хотя при желании все возможно. Не знаю, мне кажется, у вас нет такого желания. Нет, оно, конечно, возникает периодически, но все равно к мужчине так сильно тянет, что потом отпускает. И у мужчины то же самое, как у вас. Вы буквально друг друга зеркалите. Хоть вы очень разные, но вы друг друга зеркалите. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.